Добрый вечер, уважаемые дамы, господа, товарищи. Государственный, академический, ордена Знак почета Русский драматический театр имени А.С. Пушкина Республики Саха-Якутия представляет спектакль «Верочка». Играем слова Чехова. Убедительная просьба выключить мобильный телефон. Спасибо.
верст. Да еще укладываться надо. Завтра рано вставать. Уезжаю. Не помирайте лихом.
бы, да ваш батька, то не жизнь на свете была бы, а мать. У вас вся публика великолепная. Народ все простой, сердечный, искренний. Куда? Нет, там внутри уже давление, может быть, спирта нет. Где? Еду к матери. Материал. Пробудут так. Недельки. Две. А там Питер. А потом? Дом Сюзи. А весной опять куда-нибудь уезд, материалы собирать. Ну, будьте счастливы. Живите 100 лет. Не поминайте лихо. Больше не увидимся.
навалило. А вы у нас ничего не забыли? Что же? Кажется, ничего. Постойте! Я вас до нашего леса провожу! Ну зачем же она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад. Эх, не хочется уезжать в такую хорошую погоду. Здесь такой хороший, здоровый славянский климат. О, лес. Два. Ку-ку. Три. Ку-ку. Четыре. Ку-ку. Пять. Ку-ку. Шесть. Ку-ку. Семь. Ку-ку. Восемь. Ку-ку. Девять. Ку-ку. 10. Ку-ку. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 19. Река, какая хорошая, какая богатая река.
Холодно. Холодно. И комары. Вечер. Настоящий. Романтический. С луной. И со всеми анерами.
Знаете что, Вера Гавриловна, живу я на свете 29 лет. Но у меня в жизни романа не было. За всю жизнь ни одной романтической истории. Так что с рандеву, с аллеями, вздохом и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально. В городе, когда сидишь у себя в номере, то не замечаешь этого пробела. Но здесь, на свежем воздухе, он сильно чувствуется. Даже обидно делается. Не знаю. Вероятно, некогда было. Может быть, просто не приходилось встречать женщин, которые
Вообще у меня мало знакомых. Я нигде не бываю. А помните, как я и вы и доктор ездили верхом в Шестово? Но нам еще тогда юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он 3 раза перекрестился и бросил мой пятак. Господи, сколько я увожу с собой впечатлений. Вот, что, если бы можно было бы их собрать в одну компактную массу, то получился бы хороший слиток золота. Да. Я не понимаю, ну зачем это вот умные и чувственные люди томятся в своих городах и не едут сюда. Эй! Да разве на Невском и в больших старых домах? Больше просторы и правды, чем здесь? Мне признаться, мои мебелированные комнаты сверху донизу, начиненные художниками, учеными, журналистами, всегда оказались предрассудком. Ну вот, кажется, тут вам поворачивать назад. А давайте посидим. На прощание перед отъездом обыкновенно садятся. И вдруг, лет через 10 мы встретимся. А?
какими тогда будем? Ах, вы, наверное, будете почтенной матерью семейства. А я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника. Толстого, как 100 тысяч сборников. Ой, встретимся и вспомянем старину. Это сейчас настоящее нас наполняет, тревожит. А тогда при встрече мы не будем помнить ни числа, ни месяца, да ни даже года, когда последний раз встретились. Вы, наверное, изменитесь. Послушайте, вы изменитесь? Ну, я вас спрашиваю. Простите, я не слышала, что вы сказали. Да вы вся дрожите. В тумане-то сидеть не очень здорово. Эй! 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 А давайте я вас провожу на гаусс.
все время молчите, не отвечаете на вопросы. Вам не здоровится? Или, или может вы обиделись на меня? Ужасное положение. Ужасное. Да в чем же оно ужасное? В чем дело? Мне нужно с вами поговорить, Иван Алексеевич. Я слушаю. Вам покажется этим странным и глупым, но мне все равно. Я больше не могу! Ну, вот еще Вера Гавриловна. Ну, зачем же это спрашиваете-то, голубушка? Слушайте, может вы больны? Или вас кто обидел? А? Может, я смогу чем помочь? А? Я вас люблю! Я не могу больше здесь оставаться! Мне постылил льдом! И это нет! Не можно! Не выношу бесцельной спокойной жизни! Не выношу этих нелепых людей, которые похожи все друг на друга, как две капли воды! Все они сердечны и добродушны, потому что сын не страдает и не борется. А я хочу большие сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой. Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, но чувствую, что не заслужил с вашей стороны такого вот чувства. Во-вторых, как честный человек, хочу сказать, что счастье основано на равновесии. То есть, как бы это выразиться, оба одинаково любят.
Я чайка. Как ужасно, что я некрасивая! Это ужасно, что я некрасивая, и я об этом знаю! Подурнела. Я чувствую, как с меня с каждым днем по каплям уходят силы и молодость. Я бы любила мужа. Я бы любила мужа. И 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 я бы любила мужа.
Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне
полетные птицы. Журавли, например.
журавли летят, летят. И какие бы мысли ни бродили в их головах, высокие или малые, они все равно будут лететь, сами не зная куда и зачем. Они будут лететь. И какие бы философы ни завелись в их головах, пусть философствуют, как хотят, лишь бы лететь. А все-таки смысл. Смысл. Сколько тумана навалило. Какой смысл? И все-таки жаль, что молодость прошла. Ой, девки, давайте выпьем. В этой самой Африке сейчас такая жарища. Страшное дело.
Вы простите меня. Нет, это вы меня извините. Я настолько вас уважаю, что мне больно. Тарарарабумбия. Сижу на тумбе. Нет, не провожайте. Я сама дойду. Нет, ну нельзя же не проводить. Ну, нельзя же полюбить насильно. Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже от 30. Лучше Веры я никогда не встречал женщин. Ты больше никогда не встречу. Проклятая старость. Старость в 30 лет. Умен, смел, да я себя жил нормально, то из меня бы мог выйти Достоевский, Шопенгауэр. Представляешь?
представляю, что теперь она чувствует. Небось и больно, и стыдно так, что умирать хочется. Господи, сколько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что, кажется, камень бы тронулся. Я глуп и нелеп. Вера Гавриловна! Вера Гавриловна! Вера Гавриловна! Вера Гавриловна! Вера Гавриловна! Верочка! Вера! Верочка!
Ой,